начинаем. Значит, садитесь. Так, садитесь. Дорогие студенты и приглашенные, в прошлом, 2014 году, наша республика отмечала 80-летие высшего образования в Якутии. Чтобы успешно дальше развиваться, студенты должны знать историю нашего вуза, имена тех людей, которые внесли большой вклад в его развитие и становление. Одним из них был Георгий Прокопьевич Башарин, профессор, первый доктор исторических наук из народа Саха, ученый, мыслитель, общественный деятель, автор теории мирного добровольного вхождения Якутии в состав России, теоретик и практик трезвого здорового образа жизни, первый лауреат республиканский имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Я, как автор проекта «Башаринских чтений» и модератор сегодняшней нашей конференции, объявляю Башаринские чтения открытыми. В программе нашей конференции видеоролик с выступлением профессора Георгия Прокопьевича Башарина и 5 докладов. Все мы закончим на 1 час. Будьте внимательны, слушайте внимательно. Потом, когда закончится конференция, прочитайте вот это учебное пособие, которое мы издали, и руководствуйтесь этим пособием. Первый min qahannagan Allah munarqatan sanwasi metam bayan научная критика. Научная правда. Вот самый главный источник моего оптимизма, перенесения того, что я пережил. Научная правда, вот что меня вдохновляло. Наука, она много двадцать. Кайбары исследователь наукатын летин наукана наука. Мы просто не представляем. Это бессмыслица. Глупо. Царь, кляски был, а он бибар бакега, но она биван тахалус такер, но ханадер там кебритна. Мен ханибы Eğer çakanan tuğmet takmıyatan gitti. Eğer istorik terka, eğer literobi terka, uçoray terka, sakar spiyugatın noğusuna impliyesi etiler. Bu canlar, bu iki tığınca kalbi sıllarılar, onu üç tığınca hınka, min pakaliyem canların, noğusuna diyorların salkı haynlara beğenisler. Lekin illa kanan memang negatif. Ini человек. Ортодоксальная научная правда при любых условиях в сочетании с постоянной защитой интересов народа. Вот объект требует народ, она магнитиком была. Сахаля, Алексея Холбаскута был $300,000. Bu salak çoraklar. Füddâya lâhtik. İşte doğuran kalliler, minis bir şeyine takmenleri gördüm. Nasyonalın rozumunu ordu, bir tane ulahatsa bir şey vakvabit. Просто
просто удивительно. Уникальные взаимоотношения дружбы, брака, интернационализма народа. Он не манерит. Келектор. Сахарин, Нурбота. Сахалар, Эбенлер, Юкагендер, Эбенкилер, Чукчулар, онна Хофудой Датын Нурлоттара. Сахия Тохору Нючан Нурлотын это Дорду Боларка. Арсия Барын Нурлоттары это браты. Интернетсинге не боларлар. Оны мен әдепім барады. Иди торта сүйді сүйіне ғоруқ. Иди ғоруқ бұлды. Социально-политическая задача. Социально-психологическая задача. Морально-этическая задача народа в Якутии состоит именно в этом, причем долгие времена, в составе России, нашей великой, исконно любимой Родины, наше будущее, наше счастье. Береги بالوداع جهدا وسوخا لاختك من بها سخلار ويتشلار بأننا كواعدر وقرأ مستقطع بخبر تركتلركا промышленность предприятияларка совхозларка боводуна нахамнан хедит ишмай болбатакта мен бихи жолбут бихи кен туттубут бихи келер керек аскилбит ифиндатар. Дорогие студенты, это последнее выступление Георгия Прокопьевича в возрасте 80 лет. Через 18 дней он умер. Посмотрите, какая энергия. 80 лет. Так? Почему? Потому что он вел трезвый, здоровый образ жизни. Итак, сейчас я буду делать доклад на тему. Пожалуйста. Значение жизни и деятельности профессора Георгия Прокопьевича Машарина в воспитании патриотизма, дружбы народов. В 21 веке так, включай, ладно, Миша. В 21 веке возрастает роль интеллигенции во всех сферах жизни народов, общества и государства. В этой связи представляет несомненный интерес изучения жизни и деятельности Георгия Прокопьевича Машарина, выдающегося представителя интеллигенции народа Саха XX века, мыслителя, ученого, общественного деятеля, первого доктора исторических наук из Саха, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и ЕАССР, первого лауреата государственной премии имени Алексея Васильевича Кулаковского, автора теории добровольного вхождения Якутии в состав российского государства, безвременно ушедшего из жизни в возрасте 80 лет. Он родился в многодетной бедной семье крестьянина Прокопия Николаевича Машарина 21 марта 1992 года. До 17 лет не знал ни одной буквы. В 1929 году поступил в школу ликбеза. За 9 лет он успешно одолел начальное, среднее и высшее образование.
26 лет он с дипломом отличия закончил Московский педагогический институт имени Карла Липкнехта. В 31 год защитил кандидатскую диссертацию, а в 38 лет докторскую. 40 лет ему присвоили звание профессора. Профессор Башарин глубоко понимал роль и значение классического университета в жизни народа и государства, как наиболее высшие формы универсального образования, надежного фундамента выживания народов при любых поворотах исторического развития. Он любил университет, студентов и всю свою профессорскую деятельность посвятил его славе и престижу. Об этом свидетельствует его последнее публичное выступление. Университет – это самое главное, самое дорогое, самое святое, что дал 20 век всем якутянам, якутам, евенкам и кагирам, и венам, чукчам и другим народам Севера, русским, татарам, украинцам, всем выходцам из других регионов России, которые давно обосновались в Якутии, нашли здесь вторую любимую родину. Счастлив особо подчеркнуть, что наш университет будет долговечным, сияющим, светочем цивилизации и храмом науки на обширном северо-востоке великого азиатского материка. Сегодня, в 21 веке, предвидение Георгия Прокопьевича о возрастании университетского образования сбылось. Якутский государственный университет в 2010 году стал 9-м федеральным университетом России. За 5 лет ударного труда профессорско-преподавательского коллектива, студентов и сотрудников наш Северо-Восточный федеральный университет вошел в 500 лучших вузов мира. Он стал ведущим научно-образовательным культурным центром Северо-Востока России. И это только начало стремительного поступательного развития нашего университета. Профессор Башарин представляет собой редкое олицетворение идеального образа вузовского преподавателя-новатора, методиста, ученого, общественного деятеля, гуманиста и патриота. Он считал, что для эффективной работы преподаватель вуза должен быть не только лектором, воспитателем, наставником, но прежде всего научным работником и исследователем. Только личный пример преподавателя и исследователя, использующего полученные результаты изысканий в учебном процессе, способствует улучшению качества подготовки будущих специалистов через привитие навыков и умений в творческой исследовательской работе. Он считал, что в науке нет возрастных центров, и поэтому уже с первого курса студент должен приобщиться к научным исследованиям. Свою жизнь ученого он посвятил служению, по его выражению, ортодоксальной научной правде при любых условиях, в сочетании с защитой интересов народа со служением ему. С первых лет занятий наукой и до последних лет своей жизни профессор работал над осмыслением исторического значения вхождения Якутии в состав российского государства. Вопросы взаимовлияния культур народов Якутии с русским народом отражены почти во всех работах профессора. На основе анализа большого архивного материала, монографий, статей, периодической печати Башарин разработал и обосновал теорию мирного добровольного вхождения Сибири и Якутии в состав России. Теория мирного вхождения имеет планетарное значение. С точки зрения новых данных естественных наук и реалий современности, когда идут локальные войны и возник международный терроризм, является основой формирования планетарного мышления в духе единства, сотрудничества всех народов планеты во имя мира и прогресса всего человечества. В монографии некоторые вопросы историографии вхождения Сибири в состав России Георгий Прокопьевич убедительно раскрыл несостоятельность теории завоевания Сибири и Якутии на основе архивного материала, а также
изучения истории колонизации. Приведем лишь одну цитату из его монографии. «Как завоевывалась Северная Америка. Пуритане Новой Англии, эти виртуозы трезвого протестантизма, в 1703 году постановили на своем законодательном собрании ассамблеи выдавать премию в 40 фунтов стерлингов за каждый индийский скальп и за каждого краснокожего пленника. В 1720 году премия за каждый скальп была повышена до 100 фунтов стерлингов. В 1744 году, после объявления в районе Массачусетского залива одного племени бунтовщических, были назначены следующие цены. За скальп мужчины 12 лет и старше 100 фунтов стерлингов в новой валюте, за пленника мужского пола 105 фунтов стерлингов, за пленную женщину или ребенка 55 фунтов стерлингов, за скальп женщины или ребенка 50 фунтов стерлингов. Это так писал Карл Маркс и Энгельс в своих сочинениях. В результате проведения такой официальной политики было физически уничтожено 400 индейских племен, а уцелевшие принудительно поселены на пустынных землях, то есть загнаны в так называемые резервации. В отличие от политики завоевания западноевропейских колонизаторов в Африке, Азии и Америке, Средняя Азия, Сибирь, в том числе Якутия, были включены в состав России мирным путем. В них не проводилась политика физического истребления коренных племен и народностей. Общий вывод исследователей. Вхождение Якутии в состав России является событием судьбоносного значения для всех народов, населявших республику. Этот вывод Башарина исходил из глубокого понимания сложной диалектики истории, ее непреодолимого движения к прогрессу, общечеловеческого характера ее содержания. Именно поэтому он был и остается глашатаем дружбы и сотрудничества народов. Он был глубоко убежден в том, что дружба народов – главный источник развития по пути прогресса. На своем последнем публичном выступлении на торжественном собрании общественности республики 23 марта 1992 года, посвященном его 80-летию, Георгий Прокопьевич сказал: «Многоликому, но единому дружному народу родной республики желаю всемирного постоянного укрепления дружбы, братства, интернационализма якутов, ивенков, юкагиров, ивенов и всех других народов Якутии с русским народом, со всеми народами Российской Федерации России, нашей исконной, любимой, великой Родины. Это должно быть главной общественно-политической, социально-психологической, морально-этической задачей». Профессор Башарин оставил оставил 527 печатных работ, в том числе 19 единолично написанных монографий, получивших высокую оценку и признание ученых-специалистов. Об этом свидетельствуют многочисленные телеграммы, письма, приветственные адреса научно-исследовательских институтов, ученых с искренними словами признания и заслуг профессора в связи с его 80-летием. 13 мая 2004 года на презентации посмертно изданной монографии Башарина «История аграрных отношений в Якутии» директор Института российской истории Российской академии наук Андрей Николаевич Сахаров подчеркнул важность публикации томного труда Георгия Прокопьевича не только для отечественной гуманитарной науки, но и для российской культуры в целом. Сахаров отметил яркую черту трудов якутского ученого, многие годы тесно связанного творческими вузами с Институтом истории Российской академии наук. Глубокий, искренний российский патриотизм. Именно в этом заключил Сахаров. Его сила и его нетленность и как ученого, и как гражданина Якутии и России. В этих словах деятели науки и культуры
дана объективная оценка деятельности профессора. Многогранную научно-педагогическую и общественно-политическую деятельность Башарина невозможно осветить в одном сообщении. Предстоит большая работа по изучению и осмыслению его творческого наследия, опубликованию трудов, ставших библиографической редкостью, пропаганде его патриотических и интернациональных по духу и содержанию взглядов. Таким образом, профессор Башарин является примером образа истинного интеллигента, прожившего яркую, кипучую жизнь, служа истине и народу, полную творческих поисков и дерзновенных открытий. Он поистине своим титаническим трудом во имя торжества правды и справедливости заслужил всенародное признание и память. И память о нем будет обязывать сегодняшние и грядущие поколения достойно жить и творить. Его имя и дела навсегда останутся в ряду высших достижений наиболее славных ученых и мыслителей человечества. Они будут вдохновлять нас и будущее поколение на самоотверженный труд во имя процветания Родины и прогресса человечества. Считаю уместным закончить доклад о пламенном патриоте Якутии и России Георгии Прокопьевиче Башарине словами государственного гимна России. Прошу встать. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края раскинулись наши поля и леса. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Будьте патриотами, будьте активными, неутомительными в своих действиях, чтобы стать творцами своей достойной жизни и истории страны, как профессор Георгий Прокопьевич Башарин. Спасибо. Слово для доклада. Вклад профессора Георгия Прокопьевича Башарина в развитие якутского литературоведения предоставляется Зое Константиновне Башарине, доктору филологических наук, профессору, академику Петровской академии наук и искусств, академику Международной академии информатизации, члену Международного сообщества писателей. Пожалуйста. Уважаемые участники башаринских чтений, в современных условиях демократизации общества наблюдается пробуждение интереса каждого народа к собственной культуре, науке и истории, что отражает общественную потребность в восстановлении исторической правды, формировании целостной картины мира. В связи с годом литературы представляет интерес литературоведческая деятельность профессора Георгия Прокопьевича Башарина, длившаяся на протяжении полувека и не нашедшая должной оценки со стороны специалистов,
при жизни ученого. Георгий Прокопьевич Башарин – автор более 100 научных работ в области литературоведения и литературной критики. В архиве ученого хранится множество рукописных материалов, не опубликованных в свое время. В частности, в отчете работы за 1941-1943 годы он отмечает 8 рукописных научных работ, посвященных проблемам якутского фольклора и литературы общим объемом 12,5 печатных листа. В их числе был труд о классиках якутской литературы Алексее Кулаковском, о нимфодисте Сафронове, Николае Неустроеве. Как отмечает автор, объем рукописной книги 5 печатных листа, но в 1944 году она вышла объемом 8,75 печатных листа. Этот факт свидетельствует о напряженной, кропотливой работе исследователя, который постоянно дорабатывал, углублял фактический материал. Сегодня мы знаем, что монография Башарина «Три якутских реалиста-просветителя» принесла автору не только широкую известность, но и трагические испытания. Судьба Георгия Прокопьевича Башарина критична для выдающихся личностей своей эпохи, выдержавших все жизненные невзгоды и перипетии. Он ушел из жизни, испытав счастье победителя в борьбе за правду и справедливость. Впервые высоко оценили работу якутского ученого крупные литературоведы, члены-корреспонденты Академии наук СССР Александр Михайлович Волин и Леонид Иванович Тимофеев, рекомендовавшие ее в 1943 году в защите на соискание ученой степени кандидата филологических наук в Институте мировой литературы имени Максима Горького. В 1961 году в 8-м номере журнала «Знамя» была опубликована статья старшего научного сотрудника Архови Тисовны Петросян «Споры о наследстве», где она убедительно раскрыла несостоятельность обвинения основоположников якутской литературы в буржуазном национализме и доказала научное значение книги Башарина. Видный ученый современности, академик Георгий Иванович Куницын, назвал труд Башарина научным подвигом. О книге «Три якутских реалиста-просветителя» знали за рубежом еще в 50-х годах XX века. В якутском литературоведении о деятельности ученого в области литературы до 1992 года не было ни одной специальной работы. И только на научной конференции, посвященной 80-летию Георгия Прокопьевича, прозвучали доклады известных литературоведов Ивана Григорьевича Спиридонова, Аллы Афанасьевны Милюкиной, Доры Егоровны Васильевой, Николая Захаровича Копылина, где дана объективная оценка исследованиям ученого. Иван Григорьевич Спиридонов отмечает, что Георгий Прокопьевич Башарин с первой статьи о Маланхо, написанной в 1940 году, обнаружил свою особенность как исследователя ставить главный, стержневой вопрос соответствующей науке. Автор убедительно раскрывает свое положение анализом крупных исследований ученого, посвященных кардинальным вопросам истории, литературы и историографии. В работе объективно оценен вклад Башарина в развитие литературно-критической мысли Якутии. Спиридонов верно подчеркивает универсализм ученого. Он пишет: научная интеграция в трудах Башарина стала основой успешного решения выдвинутых проблем. Все якутские литературоведы считают монографию Башарина «Три якутских реалиста-просветителя»
первым серьезным научным исследованием якутской литературы. Действительно, автором собран и скрупулезно изучен уникальный фактический материал по библиографическим и архивным данным, документам, письмам, высказываниям, воспоминаниям. Там полный список критической литературы по теме на русском и якутском языках. Основная глава в этой монографии уделяется анализу жизни и творчества Алексея Алексеевича Кулаковского. Автор выделяет два периода в отношении к литературному и научному наследию Кулаковского после Октябрьское время. Первый – это 1924-27 годы, второй – 27-38. Первый период характеризуется позитивным отношением к наследию самобытного поэта, философа, ученого. Именно в это время были собраны и изданы основные литературные произведения и научные труды Кулаковского. Во втором периоде превалирует негативное отношение к наследию Кулаковского. Башарин смело приводит критические высказывания руководителей партийного аппарата. Это было мужественным шагом для отстаивания правды в условиях тоталитарного режима. В книге дан глубокий методологический анализ творчества классиков якутской литературы. Автор верно указал на два источника, питавших творчество классиков – родной фольклор и русскую классическую литературу. Он впервые указал на воздействие русского драматурга Александра Островского на творчество нимфониста Сафронова, Владимира Короленко на прозу Николая Неустроева. Нам кажется, что литературоведы в монографии Башарина основное внимание сосредоточивают на первых двух главах о Кулаковском и Сафронове, и остается в тени третья глава монографии о Неустроеве. Между тем, это очень глубокий анализ творчества писателя, который прожил короткую, но яркую жизнь. Автор подчеркнул главную особенность творчества Неустроева – двуязычие. Это был писатель, создававший произведения на якутском и русском языках. Он прекрасно знал жизнь глухих русов и города и в своих произведениях правдиво воспроизводил жизнь современников. Неустроев был мастером слова, психологом, первым якутским комедиографом. Следует отметить, что в последующих работах Георгий Прокопьевич Башарин развил и углубил положение первой книги. Причем он не боялся признания своих ошибок, исправления ошибочных, устаревших выводов и положений по мере выявления новых фактов, накопления новых данных. Один из основных объективных законов развития науки, писал Башарин, переоценивая творчество нимфониста Сафронова в первые годы советской власти. Как справедливо отмечает Раиса Коробцова, в этом типичном примере преданности науке, искренности науки, подлинно научного отношения к делу суть школы Башарина, которая актуальна и сегодня в отстаивании не только научных, но и политических, нравственных позиций. Башарин научно доказал глубину реализма, народности, гуманизма творчества классиков якутской литературы, раскрыв их философские, идейные, эстетические воззрения. Башарин был современником первого поколения якутских писателей, дружил со многими из них. В архиве ученого письма, открытки, книги с автографами писателей нескольких поколений. Он часто выступал с воспоминаниями о современниках на литературных вечерах. Овладение методологией научного познания позволяло Башарину ориентироваться в сложных процессах, в сложных вопросах литературного процесса. Он сделал многое для увековечивания памяти Платона Алексеевича Алюнского.
25 лет Георгий Прокопьевич был председателем комиссии Государственной премии имени Платона Юнского. Этой высокой награды удостоились 10 известных писателей Якутии. И Башариным написаны статьи о творчестве лауреатов имени Платона Юнского: Дмитрий Сивцеве Соруне Маллоне, Николае Мординове Амматчеве, Сафроне Данилове, Василии Протодьяконове, Василии Соловьеве Болотпуатуре, Сергея Васильева и других. Самое ценное то, что он составил библиографию творчества лауреатов премии имени Платона Юнского. Профессор Башарин был научным руководителем кандидатских диссертаций литературоведов Гаврила Окоркова, Георгия Кардашевского, по творчеству основоположников якутской литературы Алексея Кулаковского и олимпиадиста Сафронова. Таким образом, профессор Георгий Прокопьевич Башарин был не только крупным ученым-историком, но и литературоведом, который в суровой, беспощадной борьбе вернул в якутскую литературу ее классиков, ее основоположников. Затем активно участвовал в современном литературном процессе, раскрывая творческую индивидуальность талантливых писателей. Благодарю за внимание. Спасибо. Сейчас слово предоставляется студенту 3-го курса лечебного отделения мединститута Асмарову Валерию Руслановичу на тему «Профессор Башарин, пропагандист трезвого здорового образа жизни». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Так, не уходите, не уходите! Садитесь! Потерпите немного! Что это такое? Как известно, изучение здоровья человека и принципов трезвого, здорового образа жизни сейчас, как никогда раньше, стало чрезвычайно актуальным. Необходимо отметить, что только во второй половине 20 века специалисты, в основном медики, начали по-научному разрабатывать понятия здоровья, здоровый образ жизни и так далее. Большое значение для развития здоровья человека имеют не только научные исследования специалистов, но и изучение опыта людей, ведущих трезвый, здоровый образ жизни. В этой связи интересен практический опыт профессора Георгия Прокопьевича Башарина по развитию своего здоровья. Поистине, он был теоретиком и практиком трезвого, здорового образа жизни. Георгий Прокопьевич Башарин выписывал специальную литературу по вопросам здоровья, здорового образа жизни, брошюры, газеты, тщательно анализировал и на себе проверял рекомендации авторов, что позволило ему выработать собственную эффективную систему оздоровления и трезвого здорового образа жизни. К укреплению и развитию своего здоровья Георгий Прокопьевич пришел осознанно. От природы он был физически здоров, так как вырос в сельской местности, занимался физическим трудом, охотой. На втором курсе пединститута заболел туберкулезом легких, что вызвало общее ослабление организма. Пришлось перенести 12 операций, в том числе торакопластику. По признанию самого Георгия Прокопьевича, цитирую, «Тяжелая болезнь и связанные с нею физические страдания и душевные переживания образумили меня. Я заставил себя прислушиваться к голосу врачей, стал читать медицинскую литературу, словом, решил бороться за восстановление и укрепление здоровья, причем не пилюлями и снадобьями, а движением». В 1948 году в Подмосковье он прошел 3-месячный курс лечебной физкультуры. С тех пор стал ежедневно заниматься гимнастикой, ходьбой, бегом, ходить на лыжах, плавать. Георгий Петрович придерживался строгого режима дня. Утром в 5:30 начинал зарядку по собственноручно разработанному комплексу в течение 40 минут. Также он массажировал лицо, живот. Особое внимание уделял он массажу век,
надбровных дуг, лба, щек, висков, переносицы, шеи. Для массажа спины и позвоночника он изобрел специальный массажер. К дверной колоде прибил зубчатую доску. Большое значение придавал также массажу ступней на резиновом валике с пупырышками. После зарядки Георгий Прокопьевич выходил на полуторачасовую прогулку, включающую не только ходьбу, но и упражнения, наклоны, махи, подскоки. Они перемежались с дыхательными упражнениями. Вечером перед сном также была часовая прогулка с дыхательными упражнениями. Большое внимание Георгий Прокопьевич уделял закаливанию, обтирался холодной водой, рано начинал купальный сезон и купался до глубокой осени, еженедельно парился в бане. Питался он умеренно, 3 раза в день, в одно и то же время, но разнообразно. В ежедневном рационе обязательно были молочные продукты, овощи, напиток из шиповника, мед, морская капуста. Естественно, не курил, не употреблял алкоголя. Изучая специальную литературу и опираясь на свой жизненный опыт, профессор выработал свои принципы здорового образа жизни, которые сводились к следующему. Главным фактором здоровья и трезвого здорового образа жизни он считал труд, физический и умственный. Большое значение он придавал образованности и духовному росту человека. Георгий Прокопьевич систематически до конца своей жизни занимался самообразованием, посещал театры, музеи, читал художественную литературу, любил природу, соблюдал и уважал ее законы, считал ее источником здоровья. Георгий Прокопьевич твердо считал и доказал личным примером, что человек собственными ежедневными физическими упражнениями на основе рекомендаций медиков, ведя трезвый, здоровый образ жизни, может развить здоровье. Итак, изложенное свидетельствует о том, что профессор Георгий Прокопьевич Башарин разработал собственную комплексную систему оздоровления применительно к условиям Якутии, которой придерживался более полувека. Его опыт оздоровления будет способствовать развитию здоровья и профилактике болезней и травм. Давайте же будем следовать его примеру. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово для доклада предоставляется студенту 3-го курса Института психологии Семену Афанасьевичу Башарину. Воспоминания профессора Николая Георгиевича Самсонова о Георгии Прокопьевиче Башарине. С Георгием Прокопьевичем судьба свела меня, когда я работал ассистентом на кафедре русского языка Якутского педагогического института. Когда мы встречались на совещаниях, конференциях, ученых советах, а то и просто в гостях у Ивана Михайловича Романова, Георгий Прокопьевич всегда находил время порасспросить меня, робеющего в присутствии профессоров, как идет работа над диссертацией, какие возникают трудности, подбадривал. Делал это он не свысока, снисходительно, а искренне заинтересованно, дружески. Такое отношение к молодым ученым ему было свойственно всегда. И позже я много раз наблюдал, как он поэтически журил ассистентов и студентов, радовался их успехам, умел в нужный момент поддержать. Не считаясь со временем, читал, перечитывал их работы, консультировал, учил по-научному, объективно препарировать, анализировать бесстрастные факты истории. Это был педагог, как говорят, от Бога. Во всем и всегда он служил нам, молодым, примером, никогда не пропустит ни одного собрания, совещания, где речь шла о проблемах научных, учебных, студенческих. А как бывало стыдно за тех, кто не являлся на субботник, например, по уборке территории городка, улиц города, когда мы видели нашего уважаемого профессора с метлой или лопатой в руках. Особенно сблизился я с Георгием Прокопьевичем позже, в годы зрелости. Чисто человеческое обаяние, неуспокоенность, огромная эрудиция и доброе отношение ко всем притягивали к нему людей. Не избежал этого я. Мы вместе с ним и Иваном Михайловичем Романовым
ходили на лыжах по заснеженному Сергеляху, пивали чай, спорили по вопросам науки, слушали блестящие эссе о якутских писателях и поэтах. Тут он сам становился поэтом. Какой это был умный, чуткий и вдохновленный собеседник. Никогда никому не подстраивался, всегда имел собственное мнение, внимательно слушал говорящего. Все его научные труды, все книги и статьи, страстные выступления на конференциях и перед общественностью были связаны с проблемами истории родной Якутии, с утверждением ее науки, культуры, национальной самобытности. Это он вернул нам замечательных писателей и поэтов Алексея Пулковского, анекдотиста Сафронова, Николая Неустроева, несправедливо обвиненных в буржуазном национализме, показал их высокую поэтическую устремленность, доказал их своеобразие и неповторимость. Мне импонировал его интернационализм, широкий взгляд на мир и историю. Безгранично любя свой народ, высоко ценил русский народ, прекрасно знал его историю, любил русский язык. Особое чувство к русскому языку, по-моему, помогла ему сформировать его верный друг и спутница жизни, большой специалист по русскому языку Платонова Кыдана Ивановна. Впрочем, он знал этот язык, хорошо владел им еще в молодости. В доверительных многочасовых беседах он не раз говорил мне, что судьбы якутского и русского народов тесно переплетены, что и в будущем только вместе с русским якутский народ достигнет благополучия и процветания. Он восхищался широтой души русского народа и добавлял: в самые трудные дни русские ученые спасли меня от позора и тюрьмы. И этого человека кто-то осмелился называть националистом, когда он был гуманистом и интернационалистом. С его работами по истории Якутии я познакомился давно. Они помогли мне в написании целого ряда книг по филологии, таких, например, как «Им разговаривал Ленин», «Русский язык в Якутии», «Два языка, два родника» и другие. А какую неоценимую помощь оказывали и оказывают они историкам. Кладезь мудрости. Поистине вклад Георгия Прокопьевича в историческую науку бесценен. Человек твердых убеждений, глубокой эрудиции, добрый и щедрый душой, великий труженик науки, воспитавший плеяду якутских ученых, написавший глубокие, объективные научные труды, таким навсегда останется в моей памяти моего поколения ученый, историк Георгий Прокопьевич Башарин. Спасибо. Слово предоставляется для доклада профессор Георгий Прокопьевич Башарин, наставник молодежи, Чемелине Афанасьевне Белюкиной, студентки первого курса отделения сахапедагогического образования ИАКН. Дорогие студенты и участники башаринских чтений, изучение отношений профессора Георгия Прокопьевича Башарина с молодежью имеет непреходящее актуальное значение. Его наставления, рекомендации, высокие цели, которые он ставил перед молодежью, прививает сегодняшним студентам также важные качества, как ответственность, дисциплину, работоспособность и мотивацию достижения цели. В сообщении ставится цель анализа взаимоотношений профессора Георгия Прокопьевича Башарина с молодежью. Георгий Прокопьевич особое внимание уделял в своей профессиональной деятельности общению с молодежью. Потому с большой охотой откликался на просьбы приглашения студентов, руководителей общественных организаций для участия в различных молодежных мероприятиях, слетах, конференциях, студенческих научных сессиях, концертах самодеятельности, спортивных соревнованиях, выпускных торжествах и встречах. Он выступал с публичными лекциями в университете, городских организациях
в Улусах говорил с трибун комсомольских конференций, собраний студентов. Поскольку Георгий Прокопьевич работал в ЯГУ, его прежде заботило качество образования студента. Безусловно, на кафедре и на факультете качеству преподавания дисциплин уделялось должное внимание, но его беспокоила не менее значимая проблема – качество объекта обучения. Способность студенчества, будущих специалистов принимать, усваивать полученные в ВУЗе знания. Георгий Прокопьевич, анализируя деятельность работы студентов, в своих наставлениях нацеливал на необходимость четкого режима работы студентов. Присутствие студента на лекциях, обязательная им лекция, запись лекций он считал необходимой процедурой. Нарушающим учебу студента профессор считал самостоятельную работу над собой, работу над литературой и источниками. У него была известная фраза «Главная лаборатория студента – это библиотека». Башарин с целью трансформирования освоенных знаний в навыки и устремления для дальнейшей деятельности советовал студентам вплотную заняться научными исследованиями буквально с первого курса вуза. Этим объяснялось создание научно-студенческого кружка «История», который он руководил еще в Якутском пединституте и продолжал управлять в ЯГУ до 1992 года. Из кружков вышли позднее ставшие кандидатами наук, доцентами, докторами наук, профессорами, известные ученые, педагоги высшей школы, работники образования, науки и культуры. Георгий Прокопьевич весьма положительно относился к общественной работе студентов. При этом считал, что общественники непременно должны быть отличниками учебы. Вот тогда-то они могут требовать ответственного отношения к учебной, научной, общественной работе у остальной части студенчества. А занятие общественной работой он считал одной из важных форм адаптации молодого человека к своей студенческой среде. Георгий Прокопьевич понимал высокие напряжения эмоциональных, физических нагрузок, наваливающихся на студентов, потому рекомендовал размеренный режим труда, умелое сочетание умственного труда и физических занятий, которые благоприятны для снятия социальных и психологических нагрузок и способствуют повышению функционального состояния студентов. Потому приводил много примеров из жизни выдающихся личностей, а также рассказывал, как ему удалось, несмотря на страшную болезнь, сохранить нужную работоспособность. О том, как он трудился, свидетельствуют его обширные публикации, доказывающие его колоссальную трудоспособность. Нам, современной молодежи, как никогда нужны духовные ориентиры. Правильный жизненный путь подсказывают лучшие представители народа. Одним из них, без сомнений, является настоящий патриот Якутии и России, педагог и ученый с мировым именем, столетие которого в 2012 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже Георгий Прокопьевич Башарин. Мы, студенты Северо-Восточного федерального университета, всегда должны помнить и следовать совету профессора. Учиться и действовать во славу университета, во славу его престижа. Спасибо за внимание. Спасибо. Дорогие студенты, мы завершили свою конференцию, прослушали 5 докладов, а теперь я считаю уместным завершить нашу конференцию словами государственного гимна Республики Саха-Якутия. Прошу встать. Якутия, ты светом зари, к добру и счастью всех нас зовешь. Алмазной радугой ты горишь, и нас к победам грядущих ведешь. Цвети и крепни, родная земля, расти и славься, Якутия. Краса и гордость России ты всей, тебя раздольней нет и щедрей. Приводь долина нашу течет, водой живой до края полна. Она согласие и силу несет, дарует мир всем народам она. Цвети и крепни, родная земля, расти и славься, Якутия. Краса и гордость России ты всей, тебя раздольней нет и щедрей. Земля Саха, святыни твои,
с вершин веков напутствует нас. Мы путь продолжили предков своих, и с честью исполним мы их наказ. Цвети и крепни, родная земля, расти и славься, Якутия. Краса и гордость России ты всей, тебя раздольнее нет и щедрей. Будьте патриотами нашей исконной Родины. Будьте активными, неутомимыми в действиях, чтобы стать творцами своей достойной жизни и истории страны. Как Георгий Прокопьевич Башарин, еще раз повторю. Спасибо! Спасибо! Желаю вам успехов в учебе, прочитайте эти книги и рассказывайте своим друзьям и родителям. И чтобы все ваши знакомые учились в нашем классическом Северо-Восточном федеральном университете 9-м.